Сад пьянящей красоты. В мае местный житель вместо огорода разбил виноградники. Больше десятка сортов сладкой ягоды растут под жгучим, но коротким сибирским солнцем. Тем, кто мечтал побывать в итальянской Тоскане или крымской Массандре, где находятся самые известные винные плантации, можно для начала съездить и в Хакасскую глубинку, как это сделала наша съемочная группа. Сортов у меня 15, а кустов 86. И это уже плодоносящих, а ростков и того не счесть. Больше 20 лет Юрий Васильевич увлекается выращиванием винограда. По его словам, это все равно, что охота или рыбалка, или азартные игры. А вырастет ли, хватит ли тепла? А какой сорт будет самым урожайным? Сорт, как вы говорите, любимый, называется он, значит, черныш. Один из крупных сортов, которые черные. А из белых сортов, значит, вот я пойду вам дальше, так сказать, покажу. Сорт Лидия. Значит, он только-только начинает, вот видите, вот розоветь. И в прошлом году, значит, ему хватило, так сказать, лето, солнце. Вот он был созревший. В этом году, значит, к сожалению, не успевает. Сад, которому бы даже, наверное, позавидовал сам Дионис. Здесь, в сибирской глубинке, на берегу Енисея. У семьи даже здесь есть любимое место. Это живая фотозона. Обратите внимание, какие длинные лозы здесь. А все для того, чтобы огромные грозди винограда свисали прямо над головой. В коллекции любимых также ЧБЗ. Черный бескосточковый зимний. Есть подобный белый Каринка. А еще Зилга, гибрид Шатилова. Особые сорта, привезенные с жаркого юга, припрятаны в теплице. Растут отменно. Созревают уже в августе, хоть и родом из Краснодара. А в Краснодаре-то там много винограда. Я говорю, слушайте, ну на память-то какой-нибудь это самое, дайте саженец. Ну вот мы, говорит, вам дадим саженец, из которого мы делаем вино. Надо сказать, что из этого сорта, значит, получается самое лучшее вино. Процесс выращивания винограда крайне трудоемкий. Мало того, что саженцы проходят 3 этапа пересадки, так и взрослые растения. Каждый куст отдельно требует внимания. Можете себе представить, 80% от куста убирается. Остается только 20%, которые... И все. И потом я его укладываю. У меня, видите, вроде бы как будто бы траншейки, так сказать, есть. Вот. Укладываю, пришпиливаю. Вот. Ну, а дальше укрывным, так сказать, материалом. Когда все подсчитывают, сколько мешков картошки или моркови наросло в огороде, юровы называют год урожайным, если аллеи завешаны гроздями. И почти каждый год в совокупности собирают сотнями килограммов. Впору открывать домашний завод по производству сортового или даже ординарного вина с географическим указанием «Майна, Хакасия». Вот такое у меня богатство. Мария Добрынина, Антон Новожилов, Вести Хакасия.